такой запах травяной, нежный. Каждый раз варишь, вот она настолько капризная. Это хит, это база, крем, я его обожаю, мы его даем при любой проблеме. Я могу любую густоту сделать. Почему он самый дорогой крем в линейке, скажи, пожалуйста. Ну, здесь минимум 7 экстрактов. Себестоимость очень высокая у него. Я хочу нашу глину, чтобы у нас маска была наша. Иссык-Кульская глина красная, Иссык-Кульская глина красная, и термальная вода Иссык-Кульская. Всем не понравишься, Алмаз. Привет, друзья! Сегодня подкаст, которого все с нетерпением ждали и просили. Но он был не готов, но наконец-то пришел к нам. Пришел ко мне домой, чтобы дать интервью. Кто это? Это мой брат, это главный производитель косметики, доктор Саганбаева Cosmetics. Это человек супер умный, супер добрый и человек, который очень любит свое дело. Вот разрекламировал тебя, Алмаз. Спасибо за рекламу. Вишен Алиев, Алмаз Бахтыболотович. Вообще, Алмаз, можно я немножко такое предисловие сделаю? Ты и косметика. Ты вообще думал когда-нибудь, что ты будешь производить косметику? Нет. Ну, видите, меня жизнь по-разному кидала. Я и мебель собирал, и кафель ставил, и на стройке работал, и помощником бухгалтера, и в Акимиате, и в соцфоне. И потом в клинике директором тоже работал, да, ваши. Потом косметикой, ну, как бы, я уже таких чуд уже как-то не удивляюсь. В разные стороны кидал меня. Ну, а как ты пришел к тому, что вот ты начал возглавлять производство косметики? Ну, я-то знаю, просто расскажи людям. Ну, все началось, так как у меня есть опыт именно в стройке, в строительстве, да, семья, то есть ко мне обратилась, надо было помочь именно с оборудованием цеха, да, с ремонтом, там, чтобы все оборудование как положено установить. Ну, я начал заниматься ремонтом, потом оказалось, что надо помочь с приобретением компонентов, потом надо было ввести цех в работу, в дело, найти технологов. И так, и все, и затянуло. И в один прекрасный день я смотрю, что я варю крема. Варишь крема. Друзья, давайте я такую небольшую предысторию расскажу. Я врач-дерматолог-косметолог. Просто Алмаз к этой предыстории не имел вообще никакого отношения и сам не понял, да, как он начал варить крема. Производить косметику было мечтой всей моей жизни. То есть еще с маленьких лет я брала мамины журналы, я смотрела, делала вот эти газетные вырезки. Я любила мамины крема, я очень много... Я помню, была еще совсем маленькая, и ее кокосовый крем, до сих пор запах ее, да, вот этот вот жестяной тюбик, кокосовый, морковный, спермацетовый был крем. Я это все использовала. Потом стала студенткой медицинского и тоже готовила отвары трав. Я жила тогда у тети, и я помню, она Копчишка все время ругалась. Опять она замочила свои травы, опять у нее кругом во всех тазиках травы. А вот я делала себе термальную воду, спреи. Потом вышла замуж, родила, стала косметологом, дерматологом. И тоже сидя перед компьютером, здесь у меня коляска, ребеночек, здесь я, и все время как произвести крем, как варила мыло, старалась сделать крем. И вот моя детская мечта сбылась через Акима Максимовича. Этого человека мы очень хорошо знаем, всей семьей его любим. Аким Максимович — это вообще отдельная история. Меня с ним познакомила Мария Николаевна. Мы с ней как-то кофе пили, просто кофе пили в Алмазе. Я говорю: Мария Николаевна, я так хочу производить крем. А я до этого искала. Я писала в АВН, я писала еще куда-то. Говорю: дайте, сделайте меня дистрибьютором, я хочу работать с кремами. Потом сама пыталась производить. И она говорит: а у меня есть друг технолог, и он живет в Израиле. И он мне постоянно присылает, говорит, на пробу. Я говорю: да вы что, познакомьтесь. А он как раз в Кыргызстане. Он вообще сам родился здесь, вырос здесь, жил здесь. Он говорит: с Андижана. Да вы что, вот. И потом вот так мы познакомились с Акимом Максимовичем. Вообще Аким Максимович меня изучал 3 года. Но когда он мне начал высылать вот такой список ингредиентов, я сказала: это не мое. Я поняла, кто у нас в семье такой дотошный, перфекционист, щепетильный, кто у нас в семье действительно созидатель. И это оказался ты. Вот так вот ты, видимо, не всегда знал, да, как я к этому пришла.
Ну, у тебя небольшая предыстория. Расскажи про Акима Максимовича вообще. Ну, Кто технолог? Вообще, что такое производство? Люди не понимают. Они думают, что мы там в кастрюльках варим крема. это очень такой долгий процесс. Сначала технолог, да, он составляет формулу, технологию производства полностью. Составляет формулу, подбирает компоненты, с их соответствия. Там каждый компонент он должен соответствовать. Некоторые крема, эмульгатор не соответствует с эфирными маслами. То есть он может крем разложиться, если не тот компонент добавишь. Не все витамины можно добавить в определенный крем. А что говорить про Акима Максимовича, это вообще человек-легенда. Я не знаю, чего он не знает. Вот, любой вопрос, он настолько компетентен, что он про все знает. Я настолько с ним удивился. Я не говорю, что я его боготворю, но я так его сильно уважаю. Он, когда рассказывает про свою работу, видно, с какой любовью он к этой работе относится. Он прям дотошно все, в каких миллиграммах рассказывает про любой экстракт, про любую траву, про розу. Вот мы на Иссык-Куле ходили на пляже, и там, не на пляже, возле пансионата, и там росли розы. И там очень много разных роз, очень все красивые. И он мне говорит, это чайная роза, это красная такая-то роза, такого-то сорта, завезли в таком-то году. И дальше, это желтая роза вот такая-то. И с нее вот такой экстракт, а с этой красной розы такой экстракт, да. А с этого лучше масляный экстракт сделать, потому что он не будет свою красноту передавать. Да? То есть про все растения он знает. И когда вот берешь книгу Алтымышева, да, у нас растения Кыргызстана. Кстати, очень редкий сборник, редкий сборник. Там любой вопрос, он его наизусть почти знает. Даже книги Авиценна возьмешь, он ее перечитал. То есть вся основа косметики, даже сегодня самые передовые технологии, это разработка начала Авиценна. Кто не знает, Алтымышев – это тот человек, который написал сборник о лекарственных травах Кыргызстана. Сейчас это много чего забыто, да, это все как-то вот кустарно делается, но хотелось бы, чтобы вот это снова поднялось. И вообще, я так поняла, Алмаз, на производстве есть технолог, который пишет формулу, вообще, а есть технологи, которые как бы смотрят за производством и уже делают сам процесс производства. Аким Максимович Шварцман – это тот человек, который пишет формулу и разрабатывает формулу не только для наших кремов, а я знаю, что с Кореи у него заказчиков очень много, с Америки. И крема по его рецептам даже стоят в королевских аптеках Англии. Да? Да. Просто мы из этики не имеем права говорить какие-то бренды, правильно? Да, да, да. И таких людей в мире очень мало. Ну да. Очень мало. Да, да. Насчет вот этого технолога, например, для информации хочу сказать, в Израиле около 200 компаний, которые производят косметику, а заводов 10, но не более 20. То есть под своим брендом любой может произвести? Да, и очень много израильских компаний, которые производятся на этих заводах. И формулы для них пишет кто? Аким Максимович. Аким Максимович, там еще считанные люди. В Корее то же самое, я думаю. Да, считанные люди, которые разрабатывают и пишут формулы, а производят много заводов, да, и для разных компаний. То есть нам так повезло, что человек, который пишет формулы для всего мира, для косметики, органики, неорганики, да, разного вида, он ставил нам производство. Да? Да. И вот как раз такой вопрос, вообще, когда вот мы только начинали, да, ты начинал производство, какие были проблемы? Вот все думают, что мы начинали варить там в кастрюльках, да, на полу. Проблемы это с приобретением компонентов, потому что они со всего мира. С нашими объемами, когда мы начинали, это было ужасно. Никто не хотел с нами работать. Кыргызстан не бренд в мире и косметики. Все как-то относились к этому, что за косметика может производиться в Кыргызстане. То есть они насмехались, да, больше там. Такие были письма, даже ответы такие были от крупных компаний, да, там с насмешкой. Килограммчик мы вам не можем продать или что-нибудь такое. Да, было очень много сложностей именно с приобретением, потому что у одного компонента может быть 10 названий. А Аким Максимович, он нам
формулу составлял по европейским компонентам, которые надо приобретать в Европе, соответственно. Так как не с одной страны, там пептиды швейцарские, гиалуронка германская, сквалан японский. Ну, и вот так по каждому компоненту. И нам вот это Приходилось писать этому заводу, получать от него ответы. писать, да. И тогда еще, когда не было санкций, еще более-менее можно было приобретать некоторые компоненты через Россию. Но не очень дорогие, запатентованные, такие как Асинтра, это уже Сидерм, да, то есть Капауксин, Прокопио, Ашан. Это очень крупные компании, которые с России, через Россию их не купишь. Тогда еще был Басов в России. Басов — это вот мировой производитель, ну не производитель, он все компоненты лицензирует. И легче было, более-менее. А вот как только санкции начались, стало всё. сложно. Да, это очень сложно. Сейчас такие проблемы. Ну а вот начинали сразу с производства, расскажи, пожалуйста, или это было действительно в кастрюльках? Нет, мы начали, Аким Максимович, так как он действительно профессионал, он нам поставил профессиональное производство. Да, не было, передовые технологии у нас не было. У нас были советский варочный котел, который мы модернизировали, доработали. Верхнеприводная мешалка, которую мы сами сделали здесь, на заказ сделали. Моторы, вот эти редукторные моторы, мы много чего сами сделали тогда. Ручной работы. Потому что это очень дорого, у нас не было капитала, у нас не было денег, да, но мы все это собирали. И опыта мы не знали, что именно приобрести. Сейчас мы знаем, да, мы сейчас уже модернизировались, у нас сейчас суперский котел идет, да, едет. 100 раз выкинуть, прежде чем понять, что нам нужно, да? Да, но я бы не сказал, что тот старый котел у нас плохой. Он у нас работает и будет работать, но мы еще и будем и работать с передовыми. Варочный котел. Да, вот этот варочный котел, который со встроенным гомогенизатором, там, с очень хорошими, дорогими европейскими моторами. Ну, в общем, хорошее оборудование у нас уже не то, что мы когда начинали. У нас хороший гомогенизатор, у нас сейчас лабораторная мешалка. Ну уже все намного да, лучше. свой дистиллятор, ну, все, что мы этот свое поставили. А вот, Алмаз, давай немножко такой лирики, да, мужчина варит косметику, да, производит косметику. Вообще, ты когда-нибудь хотел бросить все это? Были такие периоды, что? Ну, сложно же вообще. Хотелось тебе все бросить, и это не мое, деген болдуля? Не мое, такого не было. Были финансовые затруднения. Это вот, когда мы сталкивались с проблемами, вот это, с логистикой, с доставкой, именно с сырьем. Это было, да, очень сложно было. Но сам завод, сама варка, сама работа мне очень изначально понравилась. С первых дней вот, сообщение началось, как с Акимом Максимовичем познакомился, и вот до сегодняшнего дня я обожаю это дело. Мне нравится, каждый крем, он друг на друга не похож. Даже с одной формулой, с одной технологией он может быть разный. Мужчины самые лучшие кулинары, самые лучшие шеф-повара, да, и самые лучшие варщики кремов. Видите, здесь крем, вот одна, нам разрабатывается, нам пишется технология производства, все пишется, но здесь что-то другое, здесь надо чувствовать. Любить, чувствовать. Любить, чувствовать. Вот понимать. Когда надо прогомогенизировать, при какой температуре что-то добавить, что-то убавить, да, там надо еще чуть-чуть подмешать. Может быть, там у нас есть гомогенизатор, верхнеприводная мешалка. Где чем поработать, надо думать здесь уже. По технологии производства это все не пишется. Здесь ты должен чувствовать и знать. Вот. Это как ребенок, да. Но у тебя же есть команда технологов, да, которые работают, но все равно основной процесс должен быть контролируемый именно тобой, и ты должен чувствовать, понимать, любить. Да, мы и специально Михаила в Израиль отправляли, чтобы он отучился у Акима Максимовича, все технологии, там опыта набрался. Айдана у нас, да, инженер, биоинженер, такого, наверное, технолога в Кыргызстане нет, только у нас есть он инженер-фармацевт. По-моему, параллельно она еще... А какие сложности вот для производителей в Кыргызстане? Давай вот это вот расскажем, наверное, и уже перейдем конкретно к косметике. Мне прям вот терпится. Недавнее нововведение. Раньше при покупке компонентов, например, скажем, с России, все равно часть компонентов, даже испанское эфирное масло шалфея, я приобретаю в России.
потому что легче. Они покупают, завозят туда, растамаживают, мы здесь 12% оплачиваем. Раньше мы как-то покупали в УПД, они указывали номер ГТД, то есть грузовой таможенной декларации, и этого было достаточно. Они мне списком 50 компонентов скомпоновали, там того 5 килограммов, того 10 килограммов, и я это все покупал, было нормально. То есть проще была документация? Да. Сейчас требует оригинал ГТД. Это что такое? Грузовой таможенной декларации, когда это компания, которая поставляет мне сырье, завозила из других стран. Это то есть лишняя коррупционная нагрузка, да? Вот не это коррупционная, это нерешаемый вопрос. Это нерешаемый вопрос, потому что россияне, крупные компании, да, Химпетертор, Химфармет, Менделеев Шоп, Лекостайл, они все отказались предоставлять мне ГТД. Они говорят, у вас есть по закону, мы должны вам указать номер ГТД в УПД. И этого достаточно. То есть, смотрите, вот те, кто меня смотрит, они не поняли, что такое ГТД, УБД. Вот, допустим, если кто-то смотрит нас из тех людей, которые могут эти вопросы решить, да, или понимают эти вопросы. Я тоже не особо понимаю, о чем ты говоришь, но я понимаю, что создали дополнительные условия, да, просят дополнительную документацию, которую, допустим, да, ты как производитель не можешь запросить у тех, у кого покупаешь. Да. И получается такой вопрос, что нам нужно покупать сырье, ингредиенты, допустим, через Россию. Они отказываются предоставлять, потому что, по сути, во всем мире это не требуется. Только у нас это ввели. В странах ЕС это не требуется. Не требуется. Только у нас почему-то это ввели. Это у нас ввели, это недавно начали требовать. Мы, Кыргызстан, маленькая страна, нам очень сложно производить. Нам никто не хочет продавать в маленьком объеме компонентов. Чтобы производить в большом объеме, у нас нет элементарно денег. И у нас еще нету такого объема продукции, который, наш бренд еще не узнаваемый. Да? Нам нужно работать на маркетинг. Мы хотим развиваться как производители, а нам ставят препоны, проблемы, усложняя документацию, и мы элементарно не можем завести официально по белому сырье. Да. И это проблема. Видите, не усложняют, а ставят нерешаемую проблему. Вообще нерешаемую. Это да, невозможно я уже, решить. Как ее только не мог решить, да, я сказал, давайте увеличим объем покупок. Давайте, я сказал, у вас разовую покупку сделаем на 1 миллион. Не хотят. Да, я сказал, я возьму кредит, куплю у вас компоненты на 1 миллион, давайте... таких компонентов нужно 200-300. Да, там 50-60 компонентов по списку идет, и по 1 килограмму они не хотят искать. То есть это каждый компонент надо будет им поднимать ГТД. И в чем еще здесь самый вопрос, это раскрытие коммерческой тайны. То есть ГТД, декларация, там пишется объем, сумма, по какой они купили, то есть они и у кого купили. Они мне раскрывают, да. Формулу раскрываешь, да, которую мы покупаем за огромные деньги. Конечно, россияне не будут это давать, потому что зачем я буду через Россию покупать, когда я могу уже напрямую там, через эту декларацию купить где-то за рубежом, да? Это нелогично. Получится, да. В общем, производству создаются, такие нерешаемые проблемы. Хотелось бы, чтобы кто-то этим занялся, потому что такие производители, как мы, которые Кыргызстан могут сделать брендом мировой индустрии, к сожалению, вот встречаются с такими проблемами. А вот на данный этап, Алмаз, все хотят посмотреть, покажите ваш завод, покажите вашу лабораторию, покажите ваши сертификаты. Насколько законно работает, да, завод Тяньшань? Какие есть сертификаты, почему мы не водим сейчас на экскурсии на завод, да, и что бы ты хотел улучшить? Улучшить? Начнем с того, что насколько законно работает завод и насколько у нас есть документация соответствующая, разрешающая производить и продавать. На все продукты есть сертификат соответствия или декларация соответствия. Есть определенные крема, продукция, на которую требуется только сертификат соответствия. Ее получаем мы в госстандарте. Там любой продукт проходит лабораторное испытание. На основании этого протокола лабораторных испытаний нам дают сертификат соответствия. И есть продукты, которые надо через ДГСН. То есть это санэпидстация, да, получать. Что нету тяжелых металлов, бактерий, да, микробов. У них собственная лаборатория, продукцию тоже им даем. Они то же самое делают, сертификат анализа. И предоставляют опять сертификат соответствия. Чтобы вывозить из страны, нам нужен сертификат происхождения.
Сертификат происхождения дает у нас торгово-промышленная палата. Нужно будет обращаться к ним. Да, нужно будет к ним обращаться. Но мы, когда присваиваем коды ТНВЭД, мы уже к ним обращались, они нам присвоили коды ТНВЭД. У нас было официальное письмо. На сколько стран действует вот этот сертификат вообще соответствия наш? На 5 В стран. каких странах мы можем продавать? Армения, Кыргызстан, Белоруссия, Россия и, по-моему, Таджикистан, да? А Казахстан? Нет, не Таджикистан, а Казахстан. Казахстан, да? По-моему, Казахстан был. Казахстан, да. Окей, хорошо. А вообще, что бы ты хотел улучшить производство? Допустим, что бы ты хотел добавить, на что не хватает? Вот хотелось бы, как Кыргыздар говорит, көз күйіп тұрады, жүрек күйіп тұрады, но сил не хватает. Я бы хотел построить побольше завод. Ну, минимум квадратов 600, чтобы было. Чтобы не хватает складов для хранения. Не хватает складов. Я бы хотел бы еще больше оборудования завести. Автоматизировать. Отдельно разделить варку шампуней. То есть у нас в ближайшем будущем мы планируем производство и шампуней, и увеличить сам ассортимент продукции. И вот для этого мне нужно большое, огромное помещение, где-то 500-600 квадратов, со своими складами. Я хочу туда уже свою лабораторию поставить. Чего не хватает для этого? Финансирование. Денег. Финансирование, да. Финансирования не хватает. Ну, мы к этому идем, может быть, хватит. Да, все зависит от того, как Айнура Сагымбаева будет раскручивать бренд доктор Сагымбаева Косметикс. Все зависит от того, как, друзья, я докажу вам, что наша косметика на самом деле, она не только не вредная, да, как большинство того, что вы видите на данный момент в ассортименте в магазинах, на рынках, но она и полезная, и нужная, и сохраняет вам красоту и здоровье. Все зависит от того, насколько я сильный и хороший маркетолог и дерматолог, насколько я хорошо буду знать ваши потребности. А теперь у нас вот такой вот. Как производится косметика от идеи до крема? Расскажи, пожалуйста. Ну, мы это уже начинали, да, в начале. Да. Коротко. Аким Максимович нам пишет формулу. Пишет технологию производства. Где, как, в каком количестве, при какой температуре добавляется. Это все пишет. Мы начинаем закупать компоненты. Когда мы получаем эту формулу, и уже ищем эти компоненты. Компоненты, еще раз напомню, откуда, где у нас берутся компоненты? Со всего мира. Например? Со всего мира. Америка, Ашланд, да? Нидерланды, то есть я перепутал. Ашланд. Франция. Тереза Интер, например, российская компания, которая только французские подушки нам продает. Да? Корейские компоненты, консерванты особенно. У них очень хорошие консерванты. Вот Скваланта говорю, японский. Не хочу покупать с Китая, потому что он там стоит 700, да? Или сколько? Ну, он $10 стоит. $10 в Китае, а оригинальный в Японии стоит 7 тысяч, около 7. 7 тысяч, 7 да? тысяч или 6 тысяч. Вот так. То есть вот, может быть, в креме написано Сквалан, но вы же не знаете, откуда он. Все зависит от чьего производства. Да, чье производство и сколько его там, правильно ли формулировано. Да, и элементарный тиносорт. Германский или китайский. Германский? Есть за $85 китайский, пожалуйста. Или германский, 20 тысяч сомов, да, 20-25 тысяч. В общем, производители косметики могут дурить как хотят, если человек не разбирается, да, в Ну, производстве. это от совести производителя тоже много зависит. От желаемого, что ты хочешь получить в конечном итоге. Результат. Да, результат. Если хочешь получить действительно качественно хороший крем, то надо работать с мировым. Я не скажу, что китайский плохо. Есть китайские замечательные компоненты, которыми пользуется весь мир. Они закупают с Китая. Ну, есть такие хорошие компоненты. Которые... Что-то можно у них покупать. Да, что-то можно. И знать надо, у кого покупать. Это тоже зависит. Там есть, которые для Европы специально. Я вот недавно не нашел цитиловый спирт, я заказал в Китае, я посмотрел МСДС, прям САО, прям все отлично было. Пришел компонент, я думал, о, сейчас китайский будет, а там Индонезия. То есть китайцы тоже реэкспорт, да, то есть они перепродают. Такое тоже бывает. И... А экстракты, допустим. Что вообще, хорошо, со всего мира берем. Ну вот наши сейчас подписчики думают, а почему производство Кыргызстана? Что вы в Кыргызстане берете? Ой, у нас классные экстракты. Экстракты. Вот расскажи, какие? Облепихи. Ты это все делаешь сам? Сам делаю, да, сам делаю. Вот этот шалфей, корень солодка, барбарис,
одуванчик, Всё это лопух. собирается? Это все собираем, летом собираем это все. У каждого, кстати, свой сезон. У лопуха ранней весной и осенью. У солодки мы осенью собираем. Одуванчик это вот май максимум. Да, до конца мая. Пока он не расцвел, надо его собрать, пока он силу всю не потратил. То есть у каждого травы свой сезон, свое время. Его в любое время не сорвешь. И вот эти шишки, елки, как там они называются, специальное название, тоже собираем и специально ездим в Высоту или Кегете или куда-нибудь, да, и там собираем эти шишки. Ну, там нам-то немного, пол ведра хватает. Я даже видела тоник, вот наш тоник, он обычно желтоватый, да, это, оказывается, роза, да, дает такой цвет. Один раз он стал совсем белым. А в чем проблема? Оказывается, в том, что ты использовал белую розу, да, лепестки белой розы. Так получилось, что тоники в прошлом году продавались еще не так, как в этом году, да. И я, когда собираю, я белую розу отдельно собираю, красную розу отдельно. У белой розы вот этот запах чайное дерево, чайной розы мне очень нравится, да. И я сделал и красный экстракт, и белый экстракт, от белых лепестков. И когда мы в тоник добавляли, я на это сильно внимание не обращал, вот эта красная роза, смотрите. Он вот такой красный. И вот этот красноватый цвет, чуть-чуть розоватый, это вот этот именно экстракт розы дает. Вот роза. Да. Это концентрированный. Да, экстракт. Как мы в детстве делали. И так получилось, что у нас закончился экстракт красной розы, мне пришлось экстракт белой розы добавить. Она чуть-чуть, она светлая. Она белая-белая стала. Совсем. Очень похоже, мы заваривали, я так умывалась, мы розу заваривали, и мы вот этими лепестками умывались. Это мама придумала. Наподобие гидролата, да, получается? Да, это мама придумала, и у нас вот такая традиция была. Вообще классно. А вот здесь что еще есть? Покажи гиалуронку. Ты принес гиалуронку? Ну, смотрите, гиалуронка, вот у меня, она трехкомпонентная. Я во все крема добавляю трехкомпонентную. Здесь и высокомолекулярная, среднемолекулярная и низкомолекулярная. То есть во всех наших кремах трехкомпонентная гиалуронка. Смотрите, да. Вот она такая. Сначала она в порошочке, да, где вот она. Сначала это вот такой порошочек. Это коллаген. Вот. Как ты их отличаешь? Очень похоже. Смотрите, вот это гиалуронка такая, а это вот она уже разведенная, такой гельчик. 100% гиалуронка получается. Бук. Вот пьют гиалуронку, это правильно? Вот не знаю, это надо у врачей спрашивать. Ну, а вот... Мажут, да. Мажут, да. Они у нас обращаются, просят, много спортсменов. Чем наша косметика, вот косметика, которая производится заводом Тяньшань, конкретно бренд Dr. Саганбаева Cosmetics отличается от косметики, которая производится от масс-маркет, скажем так, от более тех, что очень много завалены наши косметические магазины. Но я не думаю, что масс-маркет будет добавлять пептид, который стоит $600-700. А пептид у нас где есть, кстати? Пептид у нас в мультивитаминном креме и супертонике. И супертонике. У него процент вода 4%. И дорогой компонент из-за этого и супертоники, и мультивитамины они дорогие. И еще мы почти все запатентованные компоненты добавляем, которые невозможно найти, и в масс-маркет его никто не будет добавлять. Вот как раз мы сейчас подошли к нашим кремам. Давай вот расскажем немножко про крема. Смотри, Алмаз, вот наша продукция, к сожалению, не вся. Мне девочки не все принесли. Давай просто разберем SPF-ки. Они мне не принесли SPF-ки. Или есть SPF-ки? Ты видишь SPF? Вот они. Возьми наш SPF. 2 вида SPF у нас есть. Вот, кстати, это новый брендинг. Это вот старый брендинг. Да? Здесь кажется больше, на самом деле больше здесь, одинаково. Да? Или одинаково? Одинаково. То есть здесь просто более внушительно, но из-за того, что тюбики были не очень удобные, и вообще более красиво и гигиенично смотрится в этих тюбах. Вот давай сравним наш. Я вот специально взяла, только, пожалуйста, не показывай название. Я SPF-ки. SPF-ки вообще очень много спорных моментов. Я знаю, что сделала. Я просто взяла наш SPF и на вот этом фотофильтре, который ты купил, также в клинике есть УФО, лампа специальная, диагностическая, намазала все эти крема и наш крем. И вот когда я намазала наш SPF, прям
диагностика показала его черным. Он прям черный. Потом, когда я намазала вот этот вот крем, это вот, ты говоришь, это Китай под Корею. Сейчас очень много. Если крем стоит 400, 500, 600, там, не знаю, сомов, это, естественно, вряд ли, да, так хорошая Корея. Вот. И я намазала его и увидела, что он стал белым-белым. У меня был вначале шок. Потом я начала разбираться в фильтрах, как они видны в диагностической лампе. Я поняла, что если больше физических фильтров, то крем становится белым. Если больше химических плюс физических, то крем становится черным. Потом я начала разбираться, что лучше, химические или физические фильтры в SPF. Оказывается, да, по сути, физически хорош, но минус то, что он быстро стирается, раз. Во-вторых, диоксид титана, сейчас последние научные статьи вообще говорят, что он, если его наносить на кожу и держать долго, то он очень токсичный. А если в пасте, там, в мыле, там, в чем-то, он есть в белом мыле, хозяйственном, белом, то он как бы смывается, он не токсичный. А если его наносить, и он будет впитываться, и его очень много, то он токсичный. То есть, да, на иссыкуль намазаться 2 дня, 3 дня можно. Но если ты каждый день дома утром встаешь и наносишь крем с диоксидом титана, который у тебя целый день на лице, большой концентрации. Вот именно, что его очень много. То есть, когда есть и химический, и физический, и причем фильтров очень много разных всяких, то концентрация каждого из них снижается, и токсическое действие каждого из них снижается. То есть чем больше фильтров, и причем хороших фильтров, и химических, и физических, тем крем лучше считается. Если добавлен только один фильтр физический и много его, то это считается токсичным. Я вот это вот в конце поняла. И, в общем, вот эти 4 крема я потом сделала очень классно. Это один Белоруссия, я не буду показывать, очень классная фирма, кстати. Второй, Корея, Китай под Корею, да, ну, написано Made in Korea. И третий, это российский крем. Немножко посмотри состав, пожалуйста. И вот наш крем. Посмотри состав и скажи отличие. Ну, по составам я да, всегда вам говорю, что это не моя работа, это все работа равно, ты все равно лучше Акима Максимовича. Ну, я уже считал этот состав. Да, я что скажу. Здесь 2 физических фильтра. Но, если честно, если в таком количестве этот крем был бы, если эти 2 физических фильтра были бы на самом деле здесь, этот крем был бы слишком белый. Потому что здесь только 2 физических фильтра. Диоксид титана дает 2%, 1% диоксид титана дает 2% защиты. То есть здесь должно быть тогда 25% диоксид титана. Не 25, ну, там 50 если же они дают. Этилгексилметоксинамат, ну, давайте так скажем, ну, хотя бы 10%. 10% диоксида. То есть в килограмме крема 100 грамм диоксида. Это был бы очень густой белый крем, который вы никогда не размазали бы на лице. То есть то, что там написано, не соответствует. Они написали. Да, ну, здесь еще парабены написали, метилпарабен стоит. Это вредно, парабены. Да, но это, как говорится, у меня нет таких полномочий, чтобы это говорить. Ну, примерно я поняла. Это я свою логику вам говорю. Да? То есть, Белоруссия. Определенно. Белоруссия. Ну, Белоруссии я явно скажу, что здесь технолог европейский. Грамотный. Да, Так. я даже не знаю, может, даже наш Аким Максимович пишет. Кто его знает, да? Ну, почему этот крем стоит дешево? Ну, здесь нету дорогих фильтров. Допустим, нашим. Здесь очень хорошая комбинация, но нету дорогих, которые, ну, обычные, да, Теносор, которые... А в нашем? У нас есть. Есть. У нас Какой? есть Теносор. Хороший. Теносор. Это считается дорогой фильтр. Ну да, дорогой. Дорогой фильтр. Понятно. А здесь недорогие фильтры, да, более дешевые фильтры. Ну, очень хорошо скомбинирован. А вот российский вот это. Это не значит, что вся российская или вся белорусская. Это определенная фирма. Я не смог разглядеть, но почему-то здесь уже как только начинается, идет какой-то экстракт после воды. Вряд ли будет экстракта больше, чем какой-то эмульгатор. Это маркетинг. Я не знаю, как они он здесь пошел. Пишут с экстрактом. Вообще пишется, камелии. как вы знаете, в кремах это сперва все самое больше, что, потом уже дальше меньше. Здесь больше он как крем от акне, что ли, как я понял. Не знаю. То есть, друзья, смотрите, если человек не разбирается в косметике, вот часто приходит от косметологов, да, косметолог не работает с нашей продукцией, она ее не знает, она смотрит состав и говорит: ой, нет, здесь, оказывается, есть спирт,
там видит гликоль какой-нибудь, ой, спирт. Она не знает, что спирт может работать как консервант, да? С какой спирт? В качестве чего он там Эмульгатор. вводится, да, какой процент его там вводится, в какой последовательности вводится. Поэтому, девочки, если вы знаете, что вы отлично читаете составы, то вы ничего не знаете. Потому что даже Алмаз часто сомневается, даже Аким Максимович тоже. Невозможно знать все про косметику, особенно если ты каждый день не варишь крема и не работаешь с ними. Правильно? Тем более, видите, когда люди, мы как переводим, цетил алкоголь. Ой, алкоголь это спирт. Правильно? А что это это? высший жирный спирт, как и глицерин. А тогда и глицерин не пользуйтесь. То есть надо вот это определять, это что это такое жирные спирта. Сложные эфиры. Это надо сперва это определить, а потом уже к слову спирт приходить. Вот хочу спросить тебя. Вот я тебе сейчас дам всю косметику. Просто коротко про каждый крем, ну, не как врач, да, а просто как технолог, как производитель. Как производитель я что ты в него вложил? Это что? Я сюда сам экстракт шалфея. Это что? Это гель для умывания лица. Так. Да? Здесь экстракт шалфея, мы сами его собирали, и, по-моему, здесь, экстракт розы был, насколько я помню. И еще мы ромашку собирали. Это вообще такое нудное дело, ромашку собирать. Очень тяжело ее найти. Я не могу ее собирать возле дорог. Обычно ромашка растет возле дорог, где пыльно, где грязно. Мне такие места не подойдут. И я ее пока найду, это тоже долго. Потом, когда найду, я ее собираю. Вначале когда мы собирали, я собрал вот такую огромную английскую ромашку. Принес, довольный, там, туда-сюда, начал читать. Оказывается, это английская ромашка, которую пользую вообще ноль. Нам нужна аптечная ромашка. То есть я ее ищу. И здесь каждый экстракт почти собранное. Я его собираю, экстрадирую и добавляю в умывашку. Там такой запах травяной, нежный. Да, здесь же нет отдушки. У него эфирные масла. Эфирное масло шалфея мускатного. Испанского, между прочим. Очень хорошее эфирное масло. Я не смог сперва найти эфирное масло, искал, и брал у одной компании. Запах меня подвел. Оказалось, что он аптечный. И потом еле как нашел этот испанский эфирное масло шалфея мускатного. Хороший запах, мне он нравится очень. Нравится. И ты все время говоришь, вот новая партия вышла, попробуйте, помойте, стягивает, не стягивает. У него прямо это такой это, знаете, фетиш. Каждый раз варишь, вот она настолько капризная. Здесь такие компоненты, что вот этот образовать гель, а то комочками, то это надо, чтобы он однородная масса, чтобы вот это все получилось. Он очень капризный, да? Варка, да. Это надо технологию очень хорошо знать. Там загустить гелеобразователь очень капризный. Его каждый раз с ним работаем. Это хит. Это база крем. Я его обожаю. Мы его даем при любой проблеме. Крем нежный, ультраувлажняющий крем. Вот расскажи про него. Я его просто обожаю. Я его называю английским кремом. Не буду говорить почему, но я его английским. То есть такие аналоги есть уже. И мировой бренд есть, известный, с таким же составом работает. Ну, один компонент здесь чуть-чуть другой. Остальное все это супер увлажняющий, хороший крем. Очень многие гиалуронки здесь. Любят в Англии его, я знаю. В Англии, да. Это обожают его. Его аналог любят, да. Ну, у нас чуть-чуть один компонент, у нас другой. И что ты о нем скажешь? Сколько любви ты вложил? Мне он нравится. Мне нравится его как и варить, он не капризный, и как он размазывается, как он... Что в нем классного? То, что гиалуронки очень много, и он очень хорошо увлажняет. Вот для нашей кожи он идеальный, я думаю. Вообще. И технология производства у него очень простая. И у него нету капризных компонентов дополнительных. Ты его любишь, короче. Это твой послушный ребенок, да? Да, это мой послушный. И активы у него очень хорошие, интересные активы, хороший крем. Ну вот он из всех кремов он более легкий, да? Легкий, да. А остальные, вот давай SPF-ку расскажи про него. SPF 30, да? Ну, как говорил, здесь правильное сочетание UV-фильтров. Здесь 5 или 6 фильтров. Химических, физических. Да, минеральные и органические, если так говорить. Да, если по маркетингу, так, да. По врачебному так. Да, и очень правильное сочетание.
Они друг друга дополняют, каждый фильтр второй дополняет. Да? И очень хорошо увлажняют. Тоже с гиалуронкой, SPF-ка. То, что он здесь прям с высокой защитой и увлажнения, он ему соответствует. И SPF 30, он полностью соответствует SPF 30. То есть он дает. SPF 25 дает 96% защиты УФ-излучения. SPF 30 дает 97%. То есть 1%. SPF 50 дает 98%. Только на 1% больше защиты дает. А SPF 60 98,3. То есть SPF 30 и SPF 60 вы там разницы не почувствуете. Я бы не сказал бы, да, что на пляже, что так. Просто по европейским стандартам процентовка добавления УФ вот этих фильтров меньше, но защиту дают почти такую же. Вот и все. Ну, чем меньше УФ-фильтров, все равно он будет более безопасным. А вот ты поставил, помнишь, мы с тобой обсуждали, сейчас ставится SPF, это сколько времени человек будет на солнце без образования покраснения, правильно? Просто он удлиняет это время, правильно? А помнишь, мы с тобой обсуждали еще один показатель, PA, да, и защита от старения, плюсики. Плюсики? Да, ты ставишь его или еще не ставишь? Мы уже ставим его. Ты ставишь? Согласно нашей формуле. Вот они идут. 3 плюса. Да, 3 плюса. Согласно нашей защита формуле. Защита от старения кожи. И анализа. И пигментации. Мы выявили, что он почти пойдет до 4 плюса. Но так как заявлено, что это SPF 30, вы имеете право поставить 3 плюса. 3 плюса. То есть здесь есть два показателя, SPF и 3 плюса PA, да? Окей, я его люблю. Почему? Потому что именно я, вот кто знает и этот крем, именно я попросила сделать его жиденьким. Да. Я его обожаю, потому что он отлично идет для комбинированной, для жирной кожи. Но он чуть-чуть жидковатый для сухой кожи, а для сухой как раз 25. Он прям вот. У нас постоянный спор, я хочу его загустить чуть-чуть более. Я говорю, не надо. Я много отзывов читаю, где там просят, ой, почему он такой жидкий. Я не виноват. Я могу любую густоту сделать, для меня это не проблема. Я могу его погуще сделать, пожиже сделать. Но здесь гиалуронка, вот ее эффект, чтобы он хорошо впитался, прямо его жидким так и оставляем. Да? Это крем Hit. У нас в регионе большая проблема с пигментацией. Вот, расскажи, пожалуйста, про этот крем с пигментацией. Ну, здесь очень хорошие запатентованные компоненты. Асинтра, арбутин, корень солодки. Солодка тоже, как говорится, наша. Вот ты хотел все время, говоришь, надо менять сейчас вот совсем новые трендовые крема. Я тебя прошу оставить. И этот оставь, и новый тоже. Ну, сейчас, видите... Бакучева, да, как называется, или что там? Нет, это Бакучева, это витамин Е. Уже, ну, как бы... А как ты хотел формулу изменить? Формулу изменить, там Аким Максимович мне пару вариантов отправил. Там уже другие новые европейские компоненты, которые... Ну, оно все время меняется. В Европе все время модернизирует, дорабатывает, и мы не должны от них отставать. Вы говорите, классный крем, но мне Аким Максимович предложил, чтобы поменять его. Там у него очень грамотное соотношение, новые компоненты, новое сырье. Нет, давай и этот оставим, и новый сделаем. Они будут дополнять друг друга. Он в Европе, вот именно арбутин и асинтра прошлого года уже как бы устаревшие. То есть они каждые 2 года новые компоненты, и там какой-то B-White, или как там White именно компонент называется, его уже добавляют. И на основе какой-то компоненты тоже там совмещенные, как асинтра, арбутин, будет только другие компоненты работать. Надо посмотреть, как они работают. Я его до конца еще не изучил, если честно. Я к формуле еще не пришел, потому что мы сейчас другим заняты. Как только освобожусь, я изучу формулу. Но он более тяжелый, да? Он такой более желтый, тяжелый. Он не такой легкий, как тот крем, да, допустим, как нежный крем. Правильно? Ну да, более тяжелый. Это уже этот вообще тяжелый. Мультивитаминный. Мультивитамин, да. У него уже сам эмульгатор дорогой биохилики. Почему он самый дорогой крем в линейке? Скажи, пожалуйста. Ну, здесь минимум 7 экстрактов. 2 пептида. Гиалуронка, по-моему, коллаген. Сюда очень много, себестоимость очень высокая у него. У него сейчас у нас, по-моему, он одинаковой цены, да, продается? Я нашу цену не знаю. Он дорогой.
Но себестоимость этого Кстати, крема очень цены будут еще высокая. расти. Очень высокая. И сейчас даже вот со вторым пептидом как бы проблема сейчас возникает. Тоже с Европы надо его возить. И при растаможке, вот новые законы, новые цены везде поднимаются, и он все время растет у меня и растет. Он не останавливает себестоимость. То, что мы в 2022 году приобретали компонент, там, если пептид где-то за 30 тысяч или за 20 тысяч килограмм брали, сейчас мы за 50 тысяч берем. Еще плюс проблемы с растаможкой, да, с ввозом. некоторые компоненты, которые мы брали за 5 тысяч рублей, мы сейчас берем за 12 тысяч рублей. Вот ретинол, по-моему, мы за 7 или за 8 тысяч брали. Я в ценах, это надо в бухгалтерии спросить, но я знаю, что сейчас 17 тысяч стоит, да, хороший ретинол. В общем, это самый дорогой крем, но ты его очень любишь, и он самый тяжелый, да, по активам? Да, и он варить больше у всего него, насыщенный. к нему надо при варке, мы готовимся к нему день, читаем 2-3 раза эту технологию производства, смотрим, чтобы ошибки не допустить. Это очень, ну, представляете, 30 или 40 килограммов крема, и мы где-то неправильно что-то допустили. Еще такого дорогого по себестоимости. Да. Хитовая наша маска, которую я просто обожаю, это маску, которую я всегда наношу перед спортом, когда у меня плохое настроение, когда просто хочется классно посвежеть. Расскажи вот что-то о ней. Ну, надо начинать то, что это наша термальная вода. С Сыкуля специально привозим. Мы почему производство начали в Балыкчах? Только из-за этой термальной воды, чтобы не возить ее. Потом, сейчас я посчитал, что, в принципе, можно было ее просто сюда привезти и сварить. Ну, не знали же тогда, правильно? И все производство началось в Балыкчах из-за этой термальной воды. Здесь у нас красная глина наша, которую обрабатывал я фамилию не помню, Олег, наверное, его знаете, который тоже участвовал в подготовке нашего оборудования во всем этом. Он ее обрабатывает, нам привозит уже готовую. Там очень сложная система обработки этой глины, ее выпаривает сперва. Это то есть не взял там, с ведром закинул. Все думают, что взял с Иссыкуля воду зачерпнул, потом там грязи взял, намешал. Специально покупаем эту красную глину, по-моему, даже дороже, чем алтайская. Мне было бы сейчас дешевле привозить алтайскую глину и варить. Чем здесь? Да, она нам дороже в 4 раза. Если почему она лучше по составу? Потому что она местная. Был протокол именно лабораторных испытаний. То есть я без протокола лабораторных испытаний ничего не могу лишнее сделать. Мне нужен сертификат соответствия. У алтайской глины пока я не могу это приобрести. Да, и я не видел их. Но я вижу, что цена намного у них интереснее. Да? Для меня интереснее. Но все равно хочется из нашей варить. Патриоты. Даже если я смогу, да, там все сертификаты там получить, я хочу нашу глину, чтобы у нас маска была наша, иссыкульская глина красная, иссыкульская глина красная, и термальная вода иссыкульская. Ну, в общем, тебе тоже эта маска прям нравится на самом деле. Она нравится, да. А вот про гидрофилку расскажи. Гидрофилка. Гидрофилка – это, как бы сказать, из всех гидрофилок, которых я встречал, по-моему, самое натуральное это у нас. Серьезно? У нас даже запах – это эфирное масло розы. А какие там масла в составе в гидрофилке? Очень много. Есть миндальное масло, облепиховое масло, масло черной смородины. Это все наше? Виноградное. Нет. Все масла привозные. Миндальное масло, по-моему, Испания тоже. Масло авокадо тоже Испания. Черная смородина индийская. Эфирное масло розы индийское. Что-то было из крымской. А здесь делать не вариант, да? Нет, мы нас такое еще не развито. Может быть, в будущем будем делать эти масла, но сейчас нет. Пока сложно. Да, я слышал, что у нас раньше производилось масло абрикосовое, да? Аким Максимович делал. Да, делали. Но я сейчас на это не могу отвлекаться, концентрироваться. Но будет классно, если мы восстановим производство из абрикосовых косточек, из персиковых косточек. И самое было бы классно, если бы мы бы смогли восстановить производство эфирное масло мускатного шалфея. Дорогие друзья, если вы, прости, перебью, пожалуйста, просто мысль пришла, если вдруг вы смотрите наш эфир и вы
думаете о том, какой же бизнес начинать, да, и можете выступить как инвестор, то добро пожаловать. Мы готовы, да, рассмотреть предложение. Почему бы нет? Производить совместно масла, производить какие-то там совместные ингредиенты для производства. Очень много идей. Просто У над нас, этими видите, идеями нужно многие не работать. знают одну информацию, что эфирное масло мускатного шалфея самое лучшее производилось в Кыргызстане. Во всем мире скупали у нас, в Советском Союзе. У нас был завод «Карабалте». После распада этого завода просто зашли и все оборудование там разломали. Я не знаю, кто там разломал, но когда Аким Максимович мне рассказывал, что там такие колбы были из серебра там специальные, там, просто их разбили, и там метр этой колбы стоил долларами, да, там, то есть 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, их просто вдребезги. Всю эту систему, все это оборудование разломали. И самые лучшие семена были это здесь. наши были. Во всем мире мы, как селекция пример, была, да, был, да? Да, Я мы слышала, у нас закупали и во Францию. То есть, когда у нас завод распался, всем зарплату выдали этим маслом. И все не знали, что с дома ним делать. оставили, не знали, что с ним делать. Аким Максимович это все масло собрал и поехал во Францию. Это через много лет. Поехал во Францию, договорился, потом приехал и начал очищать это эфирное масло. Каждый как попало их хранил, говорят, дома это. Но, говорят, очень выгодно продал. Очень много денег заработал, говорит, тогда. Потому что даже то, что сроком прошло, даже очищенное наше масло с руками, ногами оторвали и купили. Это было, да, это было, то есть наше масло было самое лучшее во всем мире. Теперь эти два крема. Крем для рук, для ног, который мы сейчас продаем за бесценок. Вот здесь у вас крем стоит, это для лица. Я могу похвастаться, что по активам... Вот это, да, допустим? Да. Много не светить тоже, чтобы обидно не было, но по активам у меня в креме для рук больше активов. Больше активов. Здесь и облепиховое масло, миндальное масло, пчелиный воск, парафин. Люди не понимают, что такое активы. Вот смотрите, крем состоит на 80% из базы. База тоже бывает разная. Есть качественная, хорошая, натуральная, есть вообще такая никакая, да, искусственная синтетическая база. И 20% это активы. То есть мороженое это база, а сверху сироп, да, там стружки кокосовые, орешки, это и есть активы. Так вот, крем ценен и базой, и активами. У нас и база хорошая, я так поняла, правильно? И плюс, он же говорит, вот, допустим, вот в неизвестном креме, не будем показывать каком, активов, вот в креме для лица активов меньше, чем в нашем креме для рук. То же самое алантаин, витамин Е, то есть крем для рук напичканный. То есть это действительно... Натуральный пчелиный воск. Натуральный пчелиный воск. Косметического класса там он делится, есть обычно он дешевле, есть косметического класса, мы приобретаем косметического класса, германский покупаем, он дороже, если 1 к 1, получается. 1 к 1 дороже. Да, именно. И вазелин, по-моему, тоже есть. Ну, как бы по чуть-чуть всего самого лучшего. Спасибо. Гель-пилинг. Вот хочется прям с твоих уст услышать про него. Гель-пилинг, и у меня остался крем от покраснения. Этот гель-пилинг больше для домашнего ухода. Да, я знаю. Я так и просила. PH? PH у него 4. 4. Это круто. 3,5, 4 идет. Там у нас всегда ставится. Это работающий гель-пилинг, потому что 5 это уже не совсем работающий. 5 это крема, это PH. А если ниже, можно обжечь. Да. То есть можно там, тем более есть кислоты, которые не должны быть в пилинге ниже 3,5. Они уже начнут, сама структура будет разлагаться. Но нельзя. А какие здесь кислоты? Что ты вообще о нем скажешь? Фруктовые кислоты. Это наш барбарис, который я собираю. Именно здесь. Ты из него делаешь? Да, здесь гликолевая кислота. Из барбариса? Барбарисовый, да, этот экстракт есть. Так, что мы? Герань. Как всегда. Аким Максимович, когда первый раз приехал на Иссык-Куль, после долгого перерыва, он же вообще родился здесь, потом уехал, пришлось уехать, он в первую очередь собрал барбарис. Помнишь, он забрал? И говорит, я попробую из него сделать экстракт. А вот это я не помню. И он забрал,
Я же с ним тогда первый раз встречалась. И он набрал барбариса, забрал, сделал экстракт. Вот и тогда после него уже... Барбарис, видите, мы в основном высоты собираем. У нас мама, мы же ее постоянно отправляем в отдыхать, и Мама под этим собирает. предлогом мама собирает барбарис. Мама собирает барбарис, да. А ей нравится, и по горам ходит. Вот в этом году тоже отправил. Да. Держи. Вот это твой любимый крем, ты его обожаешь. Давай про него потому расскажи. что он с пробиотиком. А остальной состав я не знаю. Это по составу вы должны мне говорить, но здесь пробиотики... По составу он имеет в виду в смысле как врач. Да, как По врач, действию на как кожу. по активам, да, вы как дерматолог вы больше. Я как технологию производства, да, как со своими технологиями буду следить. Но вот этот крем, что плюс, у нас же и клиника есть. Заходишь в клинику и начинается там или Махват Эджей, или кто-нибудь продерется. Давайте, Алмаз Бахтович, вам под глазами уберем мешки, да, там нижнюю блефаропластику. Я говорю, вот этого мне не хватало. У меня такого прям показания нету, да? И ты создал крем. И после этого крема я его мажу, дня 2-3. Становится Это лучше. в году, может быть, раз в полгода, 2-3 дня. Ее прям на глазах разглаживается. И потом перестает. То есть Сейчас нас мужчины, которые нас смотрят, сколько да, у нас у кыргызов же есть вот такой холдобар, алтын барка жоқ, как мужик, да, там, пока есть проблема, сильно вот так начинается морщины, я помазал. А когда нету проблем, я его оставляю. Но он тебе помогает? Да. Дело в том, что вот 3-4 дня мне достаточно, он разглаживает, и я забываю про это. И обратно через, не знаю, 2-3 месяца начинается та же самая проблема. Знаешь, какой крем этот? Этот крем для мужчин. Потому что у нас вот сейчас многие спрашивают, у меня краснеет лицо, там я работаю в ГАИ, или там я еще что-то. Мужчины же в основном на улице ходят, чаще, чем женщины. И вот у них краснеет лицо, купероз. Вот этот крем сейчас хит для мужчин, крем от купероза. Кстати, у тебя тоже он начался, тебе тоже надо намазать. Нет, ты поцарапал. Поцарапал, да? Да. Вот расскажи про крем от купероза. Вот самый наш капризный, активный, дерзкий крем, чуть-чуть наглый, видите, но работающий. Крема от купероза у всех мысль. Один раз помазали, и там, месяц по 2-3 купероз вылечился. Купероз не вылечится никогда. Этот крем, он успокаивает купероз. И, как сказать, это пожизненный крем. То есть ты его мажешь, у тебя вот этот купероз, он не дает вот этой розацеи выбиться. Это же очень плохо. Вы видели, когда вот розацея собирается и в какую-то точку выбивается? Да, это вот называется сосудистая звездочка. Звездочка, да, сосудистая. Вот таким не дает появлению и как бы не дает дальше как бы продвигаться, да, к куперозу. Он его успокаивает и держит. Он его не лечит до конца, но он его держит, потому что вылечить-то никто еще не вылечил. Состояние кожи, да. Да, он будет стабильно содержать состояние кожи. А вот такой вопрос, Алмаз. Давай чуть-чуть немножко это, чтобы у людей уже от нашей науки голова, наверное, болит, честно. Давай расскажем какой-нибудь курьез, который у тебя был на заводе. Было такое, что ты варил крем там и показалось, что так? Смотрите, опять-таки, да, недавно была у нас проблема вот с компонентами, с завозом. Я с России не мог, очень тяжело. И так получилось, что у меня нет вот этого эмульгатора, загустителя, да. Пришлось чуть-чуть поменять формулу. Сварить крем для рук. Крем для рук, да, с тем, что есть. Он получился жидким. Намного жиже, чем это, да. Сейчас покажите консистенцию, да. Он раньше вот такой густой был, да. И так получилось, что мне пришлось поменять временно эту формулу. Чуть-чуть жиже получилось. Активы те же самые, но именно саму базу пришлось поменять. Пахнет он чем? Это орхидея лотос, отдушка называется. И время прошло, компонент появился, я сварил как положено крем. У меня сейчас он пришел в себя, своей кондиции. И сейчас я читаю отзывы, комментарии, то есть мне Джангл, девочки пишут, ой, ваш крем стал хуже, стал каким-то густым. То есть он должен был таким густым быть, он впитывается, но здесь очень много пчелиного воска, который будет защищать. Он должен быть густым у меня, он должен там в течение 5 минут, да, полностью впитываться. Да, он чуть-чуть подольше будет впитываться, потому что и база хорошая, и это. Но
Но люди, наоборот, жалуются, они хотят, чтобы он был жиже, как раньше. Ну, Слышно. я не хочу формулу менять. Она у меня сейчас такая, какая должна быть. Она работает. Я могу и жиже сделать 2 крема вам, то есть, но этот густой крем Всем будет не у вас. понравишься алмаз. Кто-то хочет жиже, кто-то хочет Как и с гуще, SPF. кто-то хочет светлее, Видите, кто-то вот это SPF, темнее. который сейчас у нас постоянная дискуссия, которая то есть, многие хотят, чтобы, ну, они говорят, почему он такой жидкий, да? А некоторые пишут, что о, вообще замечательно, он так хорошо впитывается, он жидкий, нам нравится. И всем не угодишь, действительно всем не угодишь. И SPF 25 и 30, то, что он чуть-чуть жидковатый, и чтобы он быстрее впитывался, мы его оставляем таким, да? Я же говорю, для меня загустить его это не проблема, да. И, Смотри. И себестоимость от этого не поменяется. Это экстракт шиповника. Вот. Смотрите, такой необычный. Это вот экстракт. Это не экстракт. А это что написано? Аквапротеин. Аквапротеин – это сулу, овес. Овес. Белковый, да, какой-то? Это экстракт овса. Да, экстракт. Это получается экстракт. Я сейчас про него расскажу чуть-чуть, да, как он готовится. Это очень сложная процедура его готовить. Мы его сперва покупаем, моем, сушим. Потом ставим на поднос и закрываем специальной салфеткой. Проращиваешь. Да, проращиваем. Каждый день по 2-3 раза вот этой водой опрыскиваем. То есть не как обычно проращивать, а мы ее опрыскиваем. И начинают появляться маленькие отростки. Как только появляются отростки, мы обратно его сушим. То есть это уже мы теряем недели, 1,5-2. Да? Мы его сушим, когда он полностью высыхает, мы его размалываем. Потом только заливаем экстрагентом. Стоит 27 дней. После 27 дней мы его экстрадируем, и получается у нас вот этот протеин. То есть на этот протеин мы где-то порядка месяца 2, наверное, тратим. Такая бутылочка и 2 месяца тяжелой работы. А грецкий орех как ты делаешь? Это спиртовые. Это спиртовый. Да, это спиртовый. Это вот когда грецкий орех только появляется, вот зеленый еще, там внутри нету этого. А ты где его берешь? Джалабаде? Нет, у нас. Это я с огорода, с прохладного села. У нас там экология очень хорошая. Я там его зеленым, как только он появился орех, я его беру и мельчу. Как только размельчу, я заливаю его спиртом. И оставляю на 27 дней. И получается у меня спиртовый экстракт. Потом экстрадирую, и получается. А вот это что такое? Это, вы же просили сухой экстракт. А это же сухой чего? Сухой экстракт герани. Герань. Ты тоже сам делаешь? Нет, это ты покупаешь. Да. Это сухой экстракт мы не делаем. Ну-ка. То, что у нас есть, да, здесь под рукой, наше богатство мы можем сделать. Да, даже герань, гемомелис, даже алоэ вера. Вот многие думают, что можно с алоэ вера, который стоит возле у нас на окне, это настоящий. Нет, настоящая алоэ вера, она растет в пустыне. Ее специально выращивают. Барбадос, да, который вот этот большой. Да. И потом из него уже делают экстракты. Смотри, отдушки. Какие у нас отдушки? Чем они отличаются, допустим, вот французские? Французские. И они гипоаллергенные, да, как я поняла? Я использую гипоаллергенные. У нас кроме крема для рук орхидея лотос. А если вот вообще без отдушек, только на эфирных маслах, что будет? Есть крема, которые нельзя эфирные масла добавлять. Формула будет разлагаться. Поэтому, чтобы он чем-то пах приятным, надо чуть-чуть отдушку, добавить. Да. Например, SPF 30 мы решили вообще отдушку не добавлять, чтобы он у нас был без запаха, на всякий случай, там, для чувствительной кожи. И гипоаллергенные отдушки добавляем, чтобы аллергии не было. Ах, какой запах прям. Это, смотрите, когда мы покупаем отдушки, нам присылают образцы. Их много приходит. Мы сидим среди них, выбираем, и потом уже то, что нам понравилось, отсортировываем. Там есть водорастворимые, маслорастворимые отдушки. Они делятся для шампуней отдельно, для кремов отдельно. То есть жирорастворимые их называют. И подходим к этому очень тщательно. Надеюсь, в дальнейшем будете вы мне помогать с выбором отдушек. Потому что все эти отдушки... Такой случай. Я в Балыкче. Сейчас у нас вот тоник выходит. Я 5 или 6 видов тоника приготовил. Каждый добавил отдельно отдушку. Подошел к 5 женщинам, дамочкам, с 5 разными видами. Так
Все Я 5 спросил, раз выбрали. спросил, какой вам больше нравится? Все 5 разных запахов. Одна скажет, ой, это вообще мылом пахнет. Другая скажет, это замечательный запах. В общем, я понял, что так запах не подобрать. Надо было к мужикам подойти, они те все бы на один указали бы, и все. Но они мужской запах выберут, вот в чем плохо. Мужской запах. Да, они мужской запах выберут. В общем, женщина не очень хороший помощник. Нам очень сложно выбрать, просто у нас вообще выбор. Даже с этими кремами сейчас по Тоже клинике тихо ходишь, тебе, да, нет, Августин. по запаху. Мгм. Ой, какой классный запах, да, кто-то говорит. Ужасный запах. Да, есть, которым вообще не нравится, говорят, ой, вообще ни о чем запах. Не Мгм. поймешь. Что бы ты хотел, как производитель, пожелать своему заводу, нашей торговой марке, да, доктор Сагамбаева Cosmetics? Я думаю, что я вот сейчас только начинаю понимать, что такое бизнес по продаже косметики, да, что такое своя собственная торговая марка. Ты начинаешь понимать, что такое производство. Я думаю, что я не один бренд произведу, что-то я уже во вкус вошла. Что бы ты хотел пожелать? Расширение ассортиментов, Так. расширение своей собственной территории, как говорится, собственный завод. Постоянно, чтобы мы не отставали от ведущих компаний Мгм. мировых, да, чтобы у нас не было вот таких вот проблем с логистикой, Мгм. не было проблем с завозом. То есть меня сейчас заставляют некоторые компоненты, сырье, Мгм. ну, я дал на декларацию, то есть Мгм. декларанты неправильный код ТНВ поставили, и сертифицировать сырье. То есть Это это вообще как? ужас. Это о чем? То есть, да, Сертифицировать упаковку вот отдельно. Вот эту коробку, да, да. Коробку отдельно, коробку тюбик мне- отдельно. Это вообще... Я понимаю, когда тюбик сертифицировать, да, у них может быть оказаться тяжелый металл, туда-сюда. Ну, а Но коробка... коробка, она везде же одинаково производится, что у нас, что там. Вот это мне непонятно некоторые вещи. В общем, мы- ты хотел, чтобы все это Да, было проще, легче. Как в Израиле. Да. Ты купил компонент, И он всё. пришел, тебе счет выставляет на таможне, Мгм. вот ты растаможилась, тебя не спрашивают, что за... У этого компонента есть международный МСДС, Мгм. материал, То есть там это уже Safety проверено. Data Sheet. проверено. Европейские лаборатории. Все это Да, проверяют. у них есть паспорт безопасности, там, сертификат соответствия. Он заходит, и там он смотрит на этот документ. Мгм. То есть все предоставляют. На основании этого тебе за какую цену купил. То есть это все есть, стоит, да? Тебе начислили налог, ты оплатил его, все. То есть это упрощено. У нас приносишь справку о том, что ты не получил справку. Вот так, настолько вот иногда бывают абсурдные моменты, особенно когда касается таможни, там вот это растаможка, завоз. Сложно. В общем, ты Особенно для желаешь. малого среднего бизнеса. В общем, ты Желаю, желаешь чтобы вот эту систему упростили упростить. более, да. В некоторых случаях, наоборот, оказали содействие развитию новых отраслей, да. То есть это в Кыргызстане этого производства нету. Оно сегодня появляется. Не надо поставлять ножку. Мгм. Наоборот, поддержите, да. Пусть развивается. Я мечтаю платить налоги. Мгм. Я хочу много зарабатывать, много платить налогов. Я Хочу тоже. минимум миллионов, 10-15, чтобы была такая огромная компания, которая поддерживала страну, да, государство. То есть, чтобы я ходил вот гордый такой, что вот какой-то вклад я сделал, как предприниматель. Дайте нам возможность честно работать и честно платить налоги. Да, и развиваться. И развиваться, Как и развивать положено, нашу да. страну. И упрощать некоторые компоненты, которые уже мировые стандарты запатентованы, у которых есть уже все, что надо, не надо их здесь обратно сертифицировать. Зачем? Мгм. У нас нет все равно таких лабораторий, как в Европе. Раз они там уже сертифицированы, Конечно. они у нас сертифицируют вот одно сырье, Мгм. то есть готовый продукт. Вот, пожалуйста, продукт проверяйте на вредность, Мгм. а зачем мое сырье перепроверять? Каждое сырье, Да. которое... Тем более я делаю входной тест на сырье, Мгм. на соответствие, на переломление, плавление, на Мгм. мутность и pH проверяю. Да? То есть сырье пришло, я его чуть-чуть немного взял, у меня лабораторная мешалка, у меня колба, я все как она есть, посмотрели. Это для чего делается? Чтобы не потерять качество продукта. Мгм. Я же не дурак туда вредные вещи. Я Мгм. смотрю на сертификат соответствия. Мгм. Все равно ничего нового
наших лабораторий, то есть вот эта сертификация ничего нового нам не даст. Просто это лишняя бумажная волокита. Лишняя волокита. Вот проверяйте то, что я произвел. Да, здесь должно быть все качественно, все, никаких лишних металлов, никаких бактерий, никаких стафилококков, там, не знаю, ничего, чтобы продукт соответствовал качеству. И все. А что бы ты пожелал женщинам, вот, которые покупают твою продукцию? Вот просто от души, чтобы они получили то, чего желают, того желаемого эффекта, да? Чтобы, за свои деньги? Понимаете, каждый повар хочет, чтобы хвалили его еду, да? Я хочу, чтобы хвалили мой крем, да? То есть был эффект, действительно был настоящий эффект от того, что я делаю. Чтобы я не просто там ходил по заводу, что-то делал, а чтобы моя работа приносила пользу. Я желаю, чтобы каждая женщина получила то, что она ждет от моего крема, тот эффект, чтобы как-то он повлиял на ее личную жизнь, да, то есть действительно, на ее счастье, красоту. Чтобы она действительно раскрылась благодаря нашей продукции, раскрылась, стала более уверенной в себе. Классно. Спасибо. Вот пожелание настоящего мужчины. Сегодня мы дали очень много информации. Друзья, если вам интересен такой эфир, если вы хотите, чтобы мы раскрывали все тайны косметического производства, косметики, как это все делается, то ставьте плюсы, пишите комментарии. Я буду еще приглашать Алмаза на эфир и будем постепенно все у тебя узнавать. Ну, к этому не привыкайте. Так что, друзья, пишите комментарии, я с удовольствием отвечу на самые интересные из них.